Программа «Человек имеет право» в эфире Радио Свобода, телеканала «Настоящее время». На финишную прямую вышло еще одно судебное разбирательство по так называемому ингушскому делу. Пожалуй, самое масштабное политическое дело со времен Болотного. Так его называют правозащитники. Речь идет сейчас о суде над 7 лидерами протестов в Магасе. 2,5 года назад власти решили изменить административную границу между Ингушетией и соседней Чечней. И тогда на улицы столицы Ингушетии вышли десятки тысяч недовольных этим решением жителей республики. Один из митингов в конце марта 2019 года закончился столкновениями с ОМОНом и Росгвардией. И вот теперь 7 участников протеста судят за создание экстремистского сообщества. Прокуратура запросила для них от 7,5 до 9 лет колонии, рассказывает Иван Воронин. Обыски и задержания по так называемому ингушскому делу начались через считанные дни после этого митинга в Магасе. Среди потерпевших как минимум 9 сотрудников правоохранительных органов, остальные засекречены, пишет «Медиазона». По делу проходят более 40 обвиняемых, большинству уже вынесены приговоры. Это рядовые участники протеста, их судили по статьям о массовых беспорядках и насилии против полицейских. Если в 2019 году суды исключали из обвинения утверждение, что подсудимые нарушали закон из политической ненависти, то с января 2020 года это стало появляться в приговорах по ингушскому делу как отягчающее обстоятельство. Всех участников дела держат под арестом за пределами Ингушетии. ФСБ заявила о возможном влиянии лидеров протеста на местные суды через связи и знакомства. Лидерами протеста следствие считает общественных деятелей, членов Ингушского комитета национального единства. Это Муса Мальцагов, Ахмед Барахоев, Исмаил Нальгиев, Зарифа Саутиева, Багаудин Хаутиев, Барах Чемурзиев, Ахмед Багоров и Малсак Ужахов. Их дело рассматривает суд в Ессентуках. В июле 2020 года Верховный суд Ингушетии запретил работу комитета национального единства. Обвинение утверждает, организация экстремистская, а акции протеста и нападения на полицию она якобы организовывала, чтобы сместить Юнусбека Евкурова, тогдашнего главу Ингушетии. Нас судят за то, что мы ночью находились на площади в границах Российской Федерации. А где написано, что мы не можем просто приехать в Москву и находиться на Красной площади в Москве? Это где-нибудь написано? Полковник Полищук, замминистра МВД, полковник Мамаев, полковник Сафралиев, они все здесь были. Они все, я не называю других свидетелей, именно те люди, которые были на этом митинге, которые руководили разгоном этого митинга, они все в один голос говорили. Старейшины принимали все меры для того, чтобы избежать столкновения, их это упрекнуть нельзя. Приписывание политической ненависти – это подмена понятий, заявил в прениях Малсак Ужахов, председатель Совета тейпов ингушского народа. По его словам, участники протеста выходили на улицу из-за недовольства решением властей о переделе границы с Чечней. Обвиняемые уверены, их дело – политическая месть за масштабные митинги. Бывшая замдиректора мемориального комплекса жертв репрессий в Ингушетии Зарифа Саутиева, выступая в суде, провела исторические параллели. Несмотря на то, что я занималась уже тематикой репрессий, но мне никогда не могло прийти в голову, что я сама доживу до того времени, когда я стану политзаключенной, что меня настигнет. Ну, вышло вот так вот. Даже если сторона обвинения не понимала, с какими документами они имеют дело, с каким уголовным делом они имеют дело, они должны были уже понять, что это открытая и наглая фальсификация. У защиты было много вопросов к обвинению, которое называет Комитет национального единства экстремистским и настаивает на прочной связи между обвиняемыми, несмотря на то, что часть из них заявляет, что впервые они лично познакомились уже после возбуждения уголовного дела. Утверждение обвинения, которое стало уже популярной цитатой среди юристов и адвокатов, Ваша честь, я процитирую. Отсутствие в материалах дела телефонных переговоров не говорит о том, что обвиняемые не совершали преступления, а лишь свидетельствует о том, что в отношении них не проводились оперативно-розыскные мероприятия. Ничего не напоминает, Ваша честь? Если вы не в тюрьме, это не ваша заслуга. Это наша недоработка, говорит другими словами обвинение. Единственное, для чего нужно это дело, полагает адвокат Калой Ахильгов, узаконить 2,5 года ареста обвиняемых. Защита требует их оправдать.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а на видеосвязи со мной адвокат Карина Москаленко, журналистка Дарья Корнилова и председатель Совета правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов. Российские власти считают «Мемориал» иностранным агентом, но правозащитники с этим статусом не согласны. И вот первый вопрос как раз, Олег Петрович, к вам. Скажите, пожалуйста, а сколько в принципе людей вовлечено в то самое ингушское дело? Потому что мы уже слышали о каких-то вынесенных приговорах, слышим также о каких-то существующих еще обвиняемых, дела которых до суда не дошли. Сколько там людей? О чем речь идет? Во-первых, все-таки должен поправить, я не председатель совета, я член совета правозащитного центра «Мемориал», а мое председательство в прошлом. Я вас вернула в прежний статус, простите. Да, приятно вернуться в молодость. Хорошо. Понимаете, всего к уголовной ответственности по этому делу были привлечены 51 человек. Вынесено уже 38 обвинительных приговоров. О чем идет речь? Вот рядовых участников того самого митинга 27 марта 2019 года, которых обвинили в том, что они участвовали в столкновениях с представителями Росгвардии, вот их в течение длительного времени одного за другим осуждали по обвинению в применении насилия, в основном не опасного для жизни и здоровья представителей власти. Только один был осужден по обвинению опасное насилие. А вот сейчас идет суд над 7 лидерами ингушского протеста. Это наиболее уважаемые люди в Ингушетии. Так вот, их обвиняют в том, что они якобы организовали насилие, причем не просто насилие, а именно опасное для жизни и здоровья представителей власти. А также они организовали или участвовали в экстремистском сообществе, такое страшное сообщество, которое уже давно планировало и готовило какие-то преступления экстремистской направленности, как говорят. Какие эти преступления? Адвокаты на протяжении всего процесса пытались добиться. Приведите примеры этих преступлений. Где они? Где эта подготовка? Расскажите нам об этих преступлениях, которые то ли готовились, то ли совершались. Нет. Обвинение упорно не хочет говорить о конкретике, а исключительно декларативными общими словами ограничиваясь. А признали мы политзаключенными как раз только 7. Почему рядовые участники, которые реально, правда, принимали участие в столкновениях, наверное, мы отдельно расскажем об этих так называемых столкновениях, почему, собственно говоря, они не были признаны? Понимаете, мы признаем политзаключенными людей на основании серьезного, досконального изучения материала дела. Понимаете, этих молодых людей приговаривали, в общем, относительно не к большим срокам. Их адвокаты были не очень заинтересованы, чтобы мы признавали их подзащитных политзаключенными. Некоторые из них признавались в том, что да, они признавали сам факт столкновения или что они кидали камни в росгвардейцев, но объясняли это тем, что они были вынуждены. Они защищали в том числе стариков, которые стояли на площади. Не они начали это насилие, а применение насилия против них не было ничем совершенно оправданно. Это была абсолютно мирная акция. Люди даже не кричали лозунгов, не имели в руках знамен и плакатов. Просто мирно стояли на площади. И когда на них в момент молитвы, заметим, было применено спецсредство, бросили светошумовую гранату, а затем на этих людей бросили вооруженных дубинками, щитами и касками росгвардейцев, причем не просто росгвардейцев, а привезенных туда специально из других регионов.
России, но они начали оказывать сопротивление этому незаконному насилию. Вот позиция была их. Но, тем не менее, они сами, их адвокаты, прежде всего, не очень были заинтересованы, чтобы мы называли их политзаключенными, надеясь на то, что им дадут по минимуму. Ну, а по поводу суда над лидерами, слушайте, мы детально изучили все это так называемое уголовное дело. Я сам вошел в это дело в качестве защитника Зарифы Саутиевой. Это замечательная девушка, совершенно необоснованно обвиняемая в организации насилия. Ну, кто ее увидит, ну, просто засмеется и скажет, ну как, вот этот человек могла организовать насилие. А экстремизм ее сводился к одному. Она освещала оппозиционные акции. Мирные, на протяжении многих там времени продолжавшиеся, еще осенью 2018 года. Вот. И это абсолютно легитимную и законную деятельность ее называют участием в экстремистском сообществе, и вот ее роль такая специально распределена. И еще абсолютно, понимаете, цинизм состоит обвинение в том, что именно то, что она единственный человек женского пола среди обвиняемых, так вот, это усугубляет ее вину, потому что якобы она, ссылаясь на то, что она вот женщина, она призывала джигитов, которые находились на площади, защитить ее, оказать сопротивление там, и так далее. Вопрос. И это прям все в материалах дела упоминается. Да, это все в материалах дела. Вот, понимаете, ну вот это голословное утверждение. А дальше вопрос. Ну, приведите хоть один, например, запись, где она кого-то к чему-то призывает. Свидетелей, которые рассказали бы, что она прямо к чему-то призывала на площади. Где это? Вот ее личная запись, которую она вела с площади. Где там хоть один призыв? Ну нет, они не приводят ничего, кроме ее слов, там, когда она увидела, что дело уже идет реальным столкновением, она позволила себе один раз вмешаться. Так она блогер. Она просто освещает то, что видит. Но когда начали кидать молодые люди стулья в росгвардейцев, она закричала: идиоты, не кидайте стулья. Отойдите назад. Да, призвала наоборот, да, призвала к сдержанности. Именно это считается почему-то, что она призывала к насилию. Ну, просто абсурд очевидный. Олег Петрович, давайте сейчас передадим слово Карине Москаленко, которая в качестве адвоката участвует в этом деле. Карина Акоповна, подскажите, пожалуйста, на ваш взгляд, защиту вообще суд слышал в ходе процесса, прислушивался к вашим доводам, и как прения прошли? Они же вот совсем недавно только закончились. Да. Вы удивитесь, но суд очень внимательно слушал защиту. Судья вел процесс так, что вы внешне могли бы сказать о том, что это такой процесс с соблюдением прав участников процесса с возможностью высказывания защиты. Судья очень внимательно слушал все наши доводы, и он знает, в чем он вел процесс даже безукоризненно, а в чем, тем не менее, мы отмечаем грубейшие нарушения права на справедливое судебное разбирательство. В чем именно? Судья посчитал необходимым рассматривать дело частично в закрытом процессе. То есть те свидетели, которые скрывали свои лица, те потерпевшие, которые скрывали свои лица, они были защищены, наверное, трижды. Всеми силами процессуального законодательства, плюс еще особой заботой о них. Они не предстали перед судом, и они не давали свои показания лицом к лицу с защитой и с подсудимыми.
Но особая защита заключалась еще и в том, что специально для них закрывалось судебное заседание. Я думаю, что всегда, когда суд, судья пытается скрыть самые провальные моменты в обвинении, и если он или она, судьи, сочувствуют стороне обвинения или просто следуют определенным инструкциям, то они стараются вывести все спорные и наиболее уязвимые для обвинения моменты из открытого судебного заседания. Мы с вами, Марьяна, наблюдали это по многим процессам. Да, правильно? да, это правда. Вот это одно из грубых нарушений, и я об этом говорила судье, что вы, да, иногда помогали даже зайти в зал некоторым родственникам, некоторым знакомым, каким-то образом пообщаться, вы шли навстречу, при том, что вход в суд был фактически запрещен. И вот это вот отсутствие публичного судебного процесса, когда все желающие могли бы присутствовать в этом зале, это и есть главный дефект этого судопроизводства. Но помимо этого достаточно было нарушений в ходе процесса. Не были вызваны те свидетели, которых мы называли ключевыми свидетелями, и вполне обоснованно называли ключевыми свидетелями. Не были нормальным образом допрошены те лица, которые скрывали свои лица, да? Не были удовлетворены ряд важных ходатайств защиты. В конце судебного следствия мы вынуждены были заявить отвод судье. По совокупности мы могли бы сделать это гораздо раньше. И такая идея у нас неоднократно возникала. Потому что были разные, более серьезные и менее серьезные основания. Но судья не захотел сам себя отводить. Нет, не отвел. Критической каплей, последней каплей, которая заставила нас заявить отвод судье, было то, что он огласил те показания, которые по закону вообще запрещено было оглашать. Тем не менее, председательствующий-то остался тот же, никуда он себя не отвел. Более того, и прения сейчас уже закончились, и уже 6, насколько мне известно, из 7 подсудимых выступили с последним словом. 7-й, как ожидается, скажет его 6 декабря. Если я не путаю. Я хотела бы сейчас обратиться к Дарье Корниловой, как раз вот одной из тех немногих журналистов, кому удалось побывать на части заседаний вот по этому делу, на части слушаний. Дарья, скажите, пожалуйста, у вас, вот как у человека со стороны, который абсолютно не вовлечен в эту историю, какое впечатление сложилось от этого процесса? И главное, вот люди вокруг, там в тех же Ессентуках вообще имеют представление о том, что рассматривается, что за дело рассматривается в их городе? Да, естественно, вошла я в этот процесс как лицо не заинтересованное, но потом в ходе самого процесса, конечно, сложно было оставаться незаинтересованным лицом, потому что эмоционально, естественно, вовлекаешься в то, что там происходит, как там происходит, начиная вот с того, что уже говорила Карина Акоповна, да, с того, что заседания проходили практически в начале в закрытом формате, да, то есть когда шел допрос свидетелей обвинения, меня в зал не пускали, соответственно, я не имела возможности их слышать, хотя, казалось бы, они и так скрытые свидетели, причем эти свидетели, они совершенно не писали никаких заявлений о том, чтобы их скрыли, да, то есть кто-то за них это записал. Кто-то за них написал такие заявления. И дальше, вот по мере, скажем так, когда уже доказательства стала предоставлять сторона защиты, уже заседания стали условно открытыми, по крайней мере, я могла находиться на этом процессе, я могла спокойно снимать. В принципе, это редкость для нашего судебного, скажем так,
для практики судов, да, вообще в России редкость так, чтобы судья разрешил снимать весь судебный процесс. Вот в этом судебном процессе это было, и я считаю, это большой плюс суду. И это обосновано, потому что процесс действительно исторический, он имеет огромное значение для Ингушетии. Я считаю, с точки зрения правоприменения для всей России он имеет огромное значение, и это просто история, которая творится у нас на глазах. А что касается Ессентуков и того, как город реагирует на этот процесс, у меня создалось впечатление, что люди не в курсе, что у них происходит, но я, скажем так, общаюсь в основном с таксистами, да, и с представителями, скажем так, сферы обслуживания. Нет, я не вижу там какой-то огромной вовлеченности. Огромная вовлеченность есть в Ингушетии, потому что на каждый процесс приезжают люди, это родственники, это дальние родственники, это, известно, да, что ингуши, они все друг другу родственники, да, то есть они приезжают, они очень тепло поддерживают, они как-то просачиваются в перерывы к подсудимым, они передают им какие-то теплые пожелания, слова, дарят цветы, то есть и это, просто невероятно огромная атмосфера поддержки, атмосфера принятия, атмосфера понимания того, что люди, которые сейчас сидят на скамье подсудимых, это, скажем так, национальные герои, без всяких кавычек, это действительно национальные герои, на которых смотрит вся Ингушетия болеет за них, и то, каким будет приговор, скажем так, очень сильно скажется на отношениях, скажем так, вот этого региона Ингушетии, федерального центра, потому что, конечно же, есть ожидания, но вообще этого суда не должно было быть, да, то есть начнем вот с этого, то есть это политические процессы, эти люди не должны были сидеть на скамье подсудимых, но вот сейчас есть все-таки ожидания, надежда на то, что приговор будет там. Понятно, что это чудо, но что может быть, он будет там или по отсиженному, или, может быть, там какой-то штраф и так далее, что вот те сроки, которые запросила прокуратура, совершенно дикие сроки, 9 лет абсолютно невиновным людям, старейшинам, уважаемым людям. 7,5 лет Зарифе Саутеевой, что, скажем так, судья все-таки взвесит, да, все за и против, да, все доводы и аргументы защиты обвинения и примет единственное верное оправдательное решение или решение, скажем так, в условиях нашей правовой системы условно оправдательное, да, то есть, как я уже сказала, это там или штраф, или там по отсиженному и так далее. Дарья, а на ваш взгляд, почему об этом деле не рассказывают федеральные каналы? Почему оно не в федеральной повестке, вся эта история? У нас очень большая страна. У нас очень большая страна. И вот Северный Кавказ – это как бы не мы. Да? То есть, вот, грубо говоря, я в Москве, я погружена в московскую местную повестку, да? А Северный Кавказ – это как бы не мы. Но это неправда, это абсолютная неправда, потому что то, что происходит в Северном Кавказе, оно потом приходит к нам, да? В нашу вот эту Московию, которая такое отдельное княжество, удельное, да, княжество, да? Где мы задаемся вопросом, есть ли там жизнь за МКАДом. Да, за МКАДом есть жизнь, есть очень достойные люди, есть прецеденты, и там происходят драмы. И вот этот ингушский процесс, это просто, это невероятная драма, это исторический процесс. Там очень много пластов, очень много уровней. Да, будь я драматургом, я бы, конечно, это все описала. То есть это там и тема предательства, это и тема взаимоотношений федерального центра и региона, метрополии и колонии, да, как на это смотрят, непосредственно на Северном Кавказе. Вот, и, собственно говоря, федеральный центр, мне кажется, как-то рудиментарно и неосознанно он продолжает некие традиции, вот эти имперские, да, Российской империи и так далее, когда, что там у нас, да, что там у нас на периферии, что там у нас там в колониях наших творится, это нас, в принципе, не касается, это нас не особенно волнует. Вот, и, это порочная практика, так не должно быть. Я считаю, что об ингушском процессе должны говорить все, это должно быть на повестке у всех, потому что судят абсолютно невиновных людей, судят достойных людей, и в их лице судят всю Ингушетию, весь ингушский народ. То есть они, это народ очень монолитный, по крайней мере, в тех вопросах, которые касаются земли, чувства собственного достоинства. И, конечно же, очень больно наблюдать за тем, что вот происходит такое судебное разбирательство. Спасибо большое. Журналистка Дарья Корнилова, которая регулярно посещала заседания выездных
выездные заседания Кисловодского суда в Ессентуках, который рассматривает ингушское дело, была на связи с программой «Человек имеет право». А я хочу заключительный, пожалуй, вопрос задать Олегу Орлову, члену Совета правозащитного центра «Мемориал». Олег Петрович, на ваш взгляд, что будет означать жесткий обвинительный приговор вот этим 7 лидерам протеста, если им дадут вот те самые сроки, ну там плюс-минус полгода, которые просила для них прокуратура? Какой это будет сигнал для Ингушетии в том числе, и какие последствия? Все-таки я хочу вначале сказать, что это дело уникальное. Чем? Это политическое дело, но в этом деле нет ни одной фальсификации доказательств. Это дело без фальсификаций. Почему? А просто вообще нет доказательств. Понимаете? Прокуратура, в начале следствия, потом прокуратура просто либо декларативно утверждает о наличии экстремистского сообщества, либо описывает абсолютно легитимную, законную деятельность, организация митинга, освещение митинга, приглашение депутатов там на обсуждение, как они себя ведут, как они голосуют. Вот это все описано в терминах криминального, в терминах экстремистского преступления. Вот в чем уникальность этого дела. И поэтому, если будет вынесен обвинительный приговор, вот тот, который просит прокуратура, большие сроки, слушайте, от 7,5 до 9 лет лишения свободы. Это будет означать, что с этого момента любая деятельность, любой неправительственной организации, любой оппозиционной партии, любого СМИ, да даже и негосударственного коммерческого предприятия, может быть вот так описано при желании следствием, как некая криминальная подпольная деятельность по подготовке экстремистских преступлений. Олег Петрович, вот вы говорите, что это уникальная история, да, но может быть в части экстремизма, да, но мне это очень-очень напоминает историю с делом Юкса, когда просто всю коммерческую, обычную хозяйственную деятельность компании перевели на, так скажем, околокриминальный язык, и они таким образом все стали мошенниками. А теперь все будут становиться экстремистами. Да, вы знаете, это и ЮКОС напоминает, и дело и Фраше, когда тоже, в общем, вполне легитимную коммерческую деятельность Навального и его брата описывали в криминальных терминах. Да, в этом смысле я, наверное, не прав. Такое уже было. Но в плане создания экстремистского сообщества, пожалуй, это вот впервые. Спасибо большое. Член Совета правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов был на связи с программой «Человек имеет право». Российские власти считают «Мемориал» иностранным агентом. Правозащитники с этим статусом не согласны. Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».